В условиях пандемии многие жители нашей республики сталкиваются с определенными сложностями. Опасаясь заразиться коронавирусной инфекцией, люди оттягивают поход к врачу и не проходят обследование. А онкология, как известно, это тихое заболевание, которое на ранних стадиях не беспокоит и практически никак себя не проявляет. В этой связи на период пандемии на длительной основе бригадой врачей-онкологов Национального онкологического центра запланировано проведение акций по ранней диагностике онкологических заболеваний, целью которой является своевременное выявление злокачественных и фоновых заболеваний. Если первая стадия, она может развиваться годами, то есть там и 15, и 20 лет. Переход во вторую стадию чуть поменьше, а переход из второй в третью, из третью в четвертую происходит в течение там нескольких месяцев. Поэтому люди сегодня не знают об этом. То есть можно потерять время, касаемо онкологии, можно потерять время, и потом уже здесь вопрос о излечении не стоит. Поэтому, понимая все это, мы с врачами решили сделать эту акцию. Первый выезд в Гудауту состоится 18 ноября. Мероприятие будет проводиться на базе Центральной районной поликлиники в течение месяца, пока не снизится обращаемость граждан. Прием будет проходить с 10 утра до 16:00 по предварительной регистрации. Первая акция охватит жителей Гудаутского и Гагарского районов. Гудаута выбрана не случайно. Вы знаете, что там сегодня ковид-центр располагается, что в этом участвуют практически все врачи нашей страны, и Гагринский район тоже, Гагринская больница, поликлиника закрыта в соседнем регионе. И людям за медицинской, за врачебной помощью, или обследоваться надо выезжать с района только в город Сухум. Туда выезжают врачи-онкологи, врач-маммолог, врач-онкогинеколог, все оперирующие, врач-цитолог, то есть на месте экспресс-цитологию будем делать, УЗИ, диагностику. И все те, которые в дальнейшем понадобятся обследование, то есть все то, что на нашей базе и там на месте, а то, что мы не можем, допустим, ту же томографию, будут даваться направления с нашими реквизитами. По словам главного врача Национального онкологического центра Льва Аргун, сегодня онкоцентр в основном обеспечен лекарственными препаратами. 100%, конечно, нет, но в этих условиях, я скажу, больше, чем хорошо, понимаете как, обеспечиваются медикаментами. Это и по абхазской уже программе Фонда медицинского страхования, который возглавляет Чиба Виктория Владимировна, и Минздравом, российская программа. Есть российская программа, она занимается дорогостоящими препаратами. Мы представляем свои предложения, но программу эту российскую обеспечивает Министерство здравоохранения. В отдельных случаях, конечно, и сам Александр Золотинский, премьер-министр, тоже те вопросы, которые не могут решить там на местах, включается, и все вопросы, собственно, решаются. И это, периодически эти вопросы возникают, потому что лекарства нужны, когда они нужны, а не тогда, когда смогут это им предоставить. Врачами на бесплатной основе будет проводиться консультативный прием граждан с обследованием как на месте, так и на базе Национального онкологического центра. Пациентам необходимо иметь при себе внутренний паспорт гражданина Абхазии и имеющуюся медицинскую документацию. Акция в дальнейшем продолжится в других районах республики. Всю дополнительную информацию можно получить по телефонам 226 45 19, 226 19 20. Шазина Ханагу, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.